Даже само появление поэта кажется преисполнено особым смыслом. Хади Такташ родился в первый день нового века, 1 января 1901 года, в небольшой татарской деревне Сыркады. Я родился, чтоб таинственным звоном звездами слезы мои заблестят. От звуков моих вдохновенных песен весь край расцветет, как весенний сад. Тогда, откликаясь на зов мой могучий, и небеса, и земля задрожат. Движение с детства основной лейтмотив поступков Такташа. Поэт по жизни всегда в пути. Стремление юноши к самообразованию приводит его к решению уехать в Среднюю Азию. Здесь и начинаются его трудовые будни. Знакомство с богатейшей восточной поэзией дает мощный импульс творчеству. Такташ пишет свои первые стихи. Первая мировая война. Время не балует поэта. Возмужание Такташа происходит очень быстро. Он тонко чувствует ускоряющийся исторический поток, трагичность жизни начала XX века. Я бунтую против вас, и страшные огни я зажигаю. Стою на огнедышащей горе, и идола вашего, и мир ваш я ввергаю в пылание великого огня. Эти стихи не просто юношеский романтизм. Такташ не следует литературной моде. Таким было время, сам воздух переменной эпохи. Стряхнем мы старинные ветхие грузы, избавимся мы от смертельной обузы. Вы слышите? Новый мы путь начинаем, путь к вечному солнцу, к великим огням. Такташ прежде всего поэт татарского народа. В 1922 году, как комета, врывается он в поэтическую жизнь Казани. Творческая среда сразу же принимает поэта. Среди его друзей писатели Габдурахман Минский, Адель Кутуй, Хасан Туфан, художник Бакиур Манче, актеры, музыканты, журналисты. Новаторство Хади Такташа не только в попытках придумать новые формы, но и в необычной естественности самовыражения, в вольном течении мыслей и чувств. Мотивы покушения на Такташа не ясны до сих пор. Возможно, учитывая классовые противоречия того времени, причиной этого происшествия могла быть попытка погасить поэтическое пламя бунтаря Хади. Читатели понимают поэта. Он любимец публики, ее кумир. Но особенно притягателен Такташ для молодежи. Молодые люди постоянно окружают поэта. Тема любви не обходит ни одного поэта. У Такташа она по-особому благоуханна, романтична, музыкальна. О поэте однобоко мы не имеем права рассуждать. Даже о любом поэте, а Такташе, о титане, обновлении поэзии тем более нельзя. Он многогранен, он удивительно богат на нюансы и так далее.
Он и как поэт, и как личность, с его жизнью, его стремлениями, с его видением мира, это большой пример для поэтов. Звезда на небосклоне поэзии. Вот так я сказал бы. Мой след на груди земли впечатался так, что остаться бы смог. И в небо строчками огневыми мой песенный голос подняться бы смог. Тогда бы потомки, прочтя мои песни, сказали: гляньте, когда-то встарь и вправду здесь проходил, распевая, гений в лаптях, веселый бунтарь.